Китае за зубами, в Турцию за волосами, а еще можно отправиться в Таиланд на эстетические операции. Медицинский туризм сегодня предлагает самые разные варианты. Нередко услуги дешевле в 2, а то и в 3 раза. Но есть вопрос, какие гарантии и стоит ли овчинка выделки? Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Фарид Нагаев, заведующий хирургическим отделением клиники БГМУ, врач-хирург, ассистент кафедры общей хирургии, трансплантологии и лучевой диагностики, врач-онколог. Фарид Робертович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами говорим на одну из самых интересных, популярных и актуальных тем. Мои коллеги из службы новостей делали информационный репортаж на эту тему. Медицинский туризм. Людей сейчас отправляют чуть ли не пачками за границу, организуют целые туры и так далее. Но что вы скажете об этой тенденции? Тенденция действительно присутствует в нашем обиходе, в нашей медицинской сфере. И очень своевременный, так скажем, вопрос в наше время. Люди ездят действительно, но будь я пациентом, и так как еще являюсь профессионалом своей сферы, я бы не поехал за медицинской помощью в другую страну. Потому что в России и в Республике Башкортостан представлены все виды медицинской помощи, которые требуются для человека. Если какой-то эксклюзивный характер касается, это тоже большой вопрос, потому что когда все хорошо, а если какие-то возникают нюансы, осложнения, нам требуется повторная консультация или нам требуется комплексное лечение, нам требуется медицинское сопровождение, нам требуется коррекция какая-то. Мы же не сможем это осуществить, поехав туда опять, курсировать, так скажем. Поэтому, будь я пациентом и являясь врачом, действующим практикующим хирургом, я бы обратился за оказанием медицинской помощи только в своей стране, в своей республике. И вопрос, операция, как специалисту, может пройти успешно как в России, так и за рубежом? Да, конечно. А может пройти и не очень успешно? И тоже также за рубежом и в России? Всегда есть определенный риск. И у нас есть обязательно полис медицинского страхования. Полис обязательного медицинского страхования. Также есть у нас полис добровольного медицинского страхования. Полис медицинского страхования в Российской Федерации, он всегда обеспечивает спасение жизни человека. И операция, если какие-то осложнения, какие-то особенности, или, допустим, даже не осложнение, а какое-то тяжелое течение заболевания, или у человека есть какой-то скрытый фон заболеваний, который мы не узнали до операции, и он проявился во время операции, мы можем полностью им оказать помощь. А если мы находимся в другой стране, то мы можем получить обратный совершенно эффект и получить негативный результат, получить финансовые затраты, и вопрос вообще может оказаться жизни и смерти. Фарид Робертович, я полагаю, если вдруг во время операции или в ближайшие несколько дней за рубежом будут какие-то осложнения, хочется верить, что специалисты не бросят на произвол судьбы. А могут ли осложнения проявиться спустя какое-то время? Конечно. Всегда операцию, когда мы делаем, мы же делаем операцию не только на один результат, мы делаем операцию человеку на всю жизнь. И он всю жизнь, он же не скажет, я этим организмом попользуюсь 3 месяца, и потом я не буду им пользоваться. Он будет им всю жизнь пользоваться, он будет кушать, дышать, ходить. Жить полноценной жизнью. И мы всегда заинтересованы, чтобы у нас был хороший послеоперационный эффект. И у нас же есть выстроена служба, у нас есть квалифицированная помощь, у нас есть поликлиника, у нас есть терапевт. В конце концов, мы даже со своими пациентами, когда работаем, у нас всегда есть онлайн, мы в прямом контакте. Люди приходят, допустим, через 5 лет, спрашивают какой-то вопрос, мы можем скоррегировать их лечение, можем предположить, что там какое-то развитие заболевания другое произошло, и мы уже можем также оказывать помощь. И у нас на каждого пациента ведется история его болезни. То есть не только история болезни, а история жизни его болезни. То есть мы всю жизнь, допустим, можем отследить и посмотреть, какие у него были проблемы, и тем самым оказать более правильное принять решение. Расскажите, приходили к вам пациенты после того, как съездили за границу, с любой операцией, без разницы, и вам приходилось сталкиваться с осложнениями после? Слава богу, с осложнениями тяжелыми не приходилось сталкиваться, но приходилось сталкиваться после оказания помощи за рубежом с коррекцией операции. То есть человек живет, он здоров, но ему хочется жить лучше. Допустим, ему хочется принимать пищу определенную,
и нам приходилось не доделывать, как бы, а принимать другое решение в операции и делать эту операцию. Ну, фактически переделывать ее. Ну, можно сказать и так. Это сейчас речь о бариатрии? Это речь и о бариатрии, и вообще о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Давайте расскажем нашим телезрителям. Я понимаю, что бариатрия – это ваша специализация, верно? Да. Что это такое, что это за вмешательство? Бариатрия появилась недавно, совершенно недавно. Это очень молодая такая наука. Это с греческого лечения лишнего веса. Вот. Почему у нас появилась такая проблема в нашем современном обществе? Потому что люди сейчас пища очень рафинированная, малоподвижный образ жизни. У нас есть автомобили, электросамокаты, у нас есть доставки, у нас есть телефон. И мы фактически можем лежать или сидеть и с помощью смартфона, гаджета полностью обеспечить себе жизненный цикл. И ничего при этом не делая. Соответственно, энергозатраты наши маленькие, а энергопоступление очень большое. Сейчас очень все вкусно, рафинированно, сладкое. Если, допустим, зайти в магазин, вы, может, обращали внимание, мы заходим в магазин, и хлеб находится в самом конце, и молочная продукция. И если мы, допустим, придерживаемся правильного питания, нам фактически от магазина нужно 1/3. А 2/3 занимает чипсы, рафинированные сладкие продукты, какие-то кондитерские изделия. Ну и, соответственно, мы получаем такой результат. И ожирение на современном этапе – это пандемия, неинфекционная пандемия 21 века. То есть это очень большое увеличилось количество этих пациентов, почти в 5 раз. И причем не только в России, но и за рубежом, в Европе, в Америке, везде. Всеобщее. И еще одна из проблем, еще появилось детское ожирение. Наши маленькие детки, подростки, школьники, также они свойственны получать вот этот кайф от питания, но при этом тратить маленькие ресурсы. Фарид Робертович, а расскажите, бариатрия же есть. Это волшебная таблетка от лишнего веса. Бариатрия – это не волшебная таблетка. Нам, конечно, хочется так верить, и нам хочется, мы всегда, допустим, если мы смотрим блогеров, какие-то информационные потоки в наше сознание, которые в нашу визуализацию попадают, мы всегда видим красивый результат. На самом деле это кропотливая работа большая. И, допустим, если человеку он набирает, допустим, он весит 80 килограмм, и он набирает вес за год или за 2, то чтобы ему сбросить, ему надо, получается, в 4 раза больше времени. А бариатрия дает нам возможность ускорить этот процесс на год. Вот. Но это большая комплексная работа. Это вопрос эндокринологический, то есть нам нужен врач-эндокринолог, нам нужен квалифицированный врач-хирург, его команда, нам нужна квалифицированная операционная бригада с послеоперационным сопровождением, нам нужен психотерапевт, и нам нужно обязательно желание пациента. То есть комплаентность, такое слово. Грубо говоря, человек должен понимать, во что он идет, на что он идет и как он готов это жертвовать. Потому что, сделав бариатрическую операцию, человек должен после этого заниматься спортом, принимать препараты и переделать свой образ жизни. А вообще бариатрическая операция – это пусковой момент, щелчок. Мы даем человеку золотой билет в новую жизнь. Это не таблетка, но билет. Да. Такой большой-большой-большой билет. Большой билет, и он, такие эти маленькие, как в объявлениях в подъездах бывают, такие телефончики, их надо вот так отрывать, и мы придем к хорошему результату. Но придя к хорошему результату, пациенты, это просто, девушки становятся привлекательные. Наши некоторые пациенты рожают после этого. Мужчины становятся, у них повышается гормональный фон. Они становятся социально здоровыми, они социально адаптированы, они активны. Это другая жизнь для них. Фарид Робертович, а если говорить о медицине, а в целом, эти операции сейчас доступны и у нас в Башкортостане, правильно же? Да. Но и, соответственно, вы как специалист наверняка владеете информацией, что оборудование, специалисты, уровень, подход, как за рубежом, так и у нас в Башкортостане, я сейчас именно о республике говорю, идентичны. Совершенно верно. Я как представитель клиники Башкирского государственного медицинского университета и представитель университета Башкирского государственного университета могу вам полностью всецело, соответственно, сказать, что это действительно так.
наши преподаватели-хирурги, ну, как бы мы совмещаем, как правило, эти две специальности, они выступают на мировой арене, то есть у нас опыт, у нас в нашей клинике представлен весь комплекс бариатрических операций. То есть у нас есть лапароскопия, у нас есть роботическая хирургия, благодаря нашему ректору Павлу Валентину Николаевичу. То есть он в свое время увидел в этом большой прорыв, и как бы у нас это очень сильно активно развивается. И могу вам 100% сказать, что, пожалуйста, в городе Уфе, Шафиева 2, клиника БГМУ, приходите, мы вам сделаем любую бариатрическую операцию современного уровня с хорошим эффектом. Но при этом, я сейчас говорю не только о клинике БГМУ, а в целом о республике Башкортостан. И к нам в республику приезжают, чтобы сделать операцию. Где-то на глаза, да, я знаю, что есть у нас такие офтальмологические клиники. Медицинский туризм и у нас в республике развит. Развит в офтальмологической теме точно развит, в урологической теме развит. В бариатрической теме мы как бы стремимся к этому развитию. Потому что ближайшие регионы, это постепенно, раз у нас есть пандемия ожирения, так скажем, то есть у нас много стало людей, которых требуется эта помощь, соответственно, спрос рождает предложение, и мы готовы как бы увеличить обороты и оказать помощь. Фарид Робертович, спасибо огромное, что вы пришли сегодня к нам в студию. Немного открыли нам глаза на развитие медицинского туризма и что нужно все-таки взвешивать свое решение, прежде чем отправиться куда-то что-то отрезать, вырезать, пересаживать. Все верно? Все верно. Хотелось бы пожелать всем здоровья, нашим слушателям. Вам спасибо за приглашение и сказать, чтобы люди не откладывали на потом. Слово «потом» такое длинное и растяжимое, поэтому у нас есть возможность получить помощь здесь и сейчас. Поэтому не откладывайте и ждем вас. А самое непоправимое потом может не наступить. Совершенно верно. Спасибо огромное. Спасибо вам. Это была программа интервью. На наши вопросы отвечал Фарид Нагаев, заведующий хирургическим отделением клиники БГМУ, врач-хирург, врач-онколог, ассистент кафедры общей хирургии, трансплантологии и лучевой диагностики. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.